Наш следующий сюжет о том, как важно протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Мамаду Диалло приехал в Северную Осетию из Гвинеи и сейчас учится в Северо-Остинской медицинской академии. В прошлом году в семье молодого человека произошла трагедия. В автокатастрофе погибли родители. Молодой человек остался без средств к существованию и возможности оплатить учебу в вузе. Помочь продолжить обучение помогли студенты медакадемий. Подробнее в материале наших коллег. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. У нас проблема. Мамаду Диалло, студент Северо-Осетинской медицинской академии, настойчиво и упорно изучает русский язык. В Северную Осетию парень приехал из Гвинеи 2 года назад. Тогда по-русски не знал ни слова. То ли дело сейчас. За короткое время Мамаду смог освоить разговорный язык. И даже конспекты пишет уже не на английском, а на русском языке. В вузе его характеризуют как старательного и подающего надежды студента. Откуда взял? 1 четверки. Ну, молодец, Мамаду. Он учится хорошо. Стать фармацевтом, как отец, Мамаду мечтал с детства. Поступил в медицинскую академию, всегда выполнял домашние задания, не пропускал занятия. Казалось, что мечта скоро осуществится. Но в сентябре прошлого года в семье парня произошла трагедия. В автокатастрофе погибли родители и сестра. Мамаду остался без средств к существованию и возможности оплатить учебу в вузе. Помочь парню продолжить обучение помогли студенты медакадемии. Кинули клич о помощи и организовали сбор денег. О том, что случилось с Мамаду, я узнала от преподавателей нашей кафедры. Они подошли ко мне, объяснили всю ситуацию, рассказали его историю. И мы совместно решили организовать ему сбор, помочь и как-то финансово его также поддержать. Собранных денег, а это более 200 тысяч рублей, хватило, чтобы оплатить год обучения в вузе и проживание в общежитии. Оставшиеся решено было отложить. После экзамена я хочу найти работу, потому что меня учили, что всегда не надо зависеть от людей. У человека, особенно у мужчины, должен работать, чтобы пожить. Не просто ждать, чтобы люди тебе помогают. История студента из Гвинеи не оставила равнодушным никого. В настоящее время преподаватели вуза пытаются помочь Мамаду устроиться на работу. Он в группе сказал, что я хочу продолжать здесь учебу, потому что для меня это по существу второй дом, даже уже стал первым домом. Настолько он имеет здесь друзей среди сокурсников своих. Они сейчас, я знаю, волонтеры ищут ему место работы, подработки. Так что он у нас еще будет получать зарплату в скорости. Вот, так что все неплохо. Для него складывается как сын полка. В Северо-Остинской медицинской академии обучается более 500 студентов-иностранцев из 27 стран. Ребята неоднократно принимали участие в благотворительных акциях, во время пандемии работали в красных зонах больниц и госпиталей, занимаются волонтерской деятельностью. Мамаду Диалло благодарен всем, кто протянул ему руку помощи. Благодарю всех, кто помог мне в этой сложной ситуации. Администрации академии, учителей, одногруппники, еще Лаура и так далее. Еще вот комендант общежития, где я живу. Я даже все благодарю тех, кто помог мне, и тех, кто тоже хотели помочь, но просто у них не было возможности. Но и я в глубине души с вами. Елена Смирнова, Михаил Безуглов. Специально для Осетия и Ристон.